Я вітаю усіх, хто прокидається разом із телеканалом АТР. У студії для вас працює Аліна Блохіна. Це програма «Себе». Ми говоримо про всі актуальні події в Україні та світі. Я хочу нагадати про те, що ми чекаємо звільнених кримсько-татарських політв'язнів Ільмі Умарова та Ахтема Чийгоза сьогодні на Батьківщині в Україні. Усі подробиці лише у прямому ефірі телеканалу АТР. Будьте разом із нами і ви будете знати усе, що стосується цієї теми. Всі перші коментарі тільки в нашому ефірі. Зараз ми повертаємося до теми нашого обговорення. В моїй студії вже є гість. Це Станіслав Горбачевський, генеральний директор групи компанії «Форс». Доброго ранку і вам. Власне, щодо того, про що ми будемо говорити. Україна піднялася на 4 сходинки в рейтингу легкості ведення бізнесу «Doing Business». Про це повідомив президент Петро Порошенко. Отже, зараз ми 76-ті серед 190 країн. Пане Станіславе, ваш коментар, наскільки це гарний сигнал для України? Ну, конечно, это позитивный сигнал для Украины, потому что каждый, как говорят эксперты, каждый пункт в рейтинге +1 – это 600 миллионов долларов инвестиций, приблизительно. Про що це свідчить? Те, що ми наближаємося все ж таки так до якогось формату, коли бізнес в Україні дійсно можна буде розпочинати чесно, легко? Украина становится все более интересным местом для ведения бизнеса. Які сфери найбільш цікаві? Або в які найбільше там інвестують, якими найбільше займаються? Наверное, в последнее время самая популярная сфера – это IT и агробизнес. Но однозначно развиваются и другие сферы. Хочу відзначити, що за 6 років Україна дійшла найбільшого прогресу у рейтингі Doing Business, який оцінює безпосередньо легкість ведення бізнесу серед усіх країн пострадянського простору. Про це повідомив заступник міністра економіки Максим Нефьодов, посилаючись на публікацію Financial Times та звіт Всесвітнього банку. Пане Станіславе, на практиці, давайте розкажіть нам, будь ласка, чи дійсно в Україні легко можна розпочати якийсь бізнес, з якими перешкодами зустрічається громадянин наш, який хоче розпочати якесь своє діло? Вы знаете, я бы сказал так, что самое главное – это бизнес-модель, да, и рынок, на котором бизнес будет реализовываться. Я считаю, что это основное для начала бизнеса. То есть, как бы государство ни помогало, если идея недостаточно актуальна и если рынок недостаточно велик для того, чтобы реализовываться этому бизнесу, развиваться, то, конечно, ему никакой рейтинг не поможет. И наоборот, если классная идея, если прекрасная команда, которая стоит за этой идеей и реализовывает, никакие преграды, никакие сложности не помешают бизнесу быть номером 1. Є, до прикладу, якась бізнес-ідея. Що далі потрібно з нею робити? Який механізм? Розкажіть нам. Есть идея, да, нужна стратегия, нужна команда, и нужно работать 24/7. З якими перешкодами зустрічаються люди, які хочуть відкрити свою справу? Вы знаете, я думаю, что сложнее всего именно начать бизнес, да, поскольку этому не учат в институтах, то есть это все, знаете, по сути самоучки, поэтому то есть важно начать и важно делать то, что нравится. Яка участь держави безпосередньо у створенні бізнесу, відкритті бізнесу українцями? То, что мы с вами обсудили, да, Украина идет вверх по рейтингу Doing Business, это значит, что легче начать бизнес, легче зарегистрироваться, легче взаимодействовать с налоговой. То есть такие, скажем, административные моменты становятся проще. Як ви оцінюєте загалом бізнес-клімат в державі зараз? Тут надо понимать, да, что несмотря на то, что мы растем в рейтинге, все равно есть субъективные факторы. Я бы сказал так, что это валюта, да, то есть стоимость доллара, девальвация гривны. И исходя из этого, проблема то, что там молодежь, трудоспособное население уезжает, поскольку
ну, зарплаты там в Европе, они выше. Соответственно, я думаю, это основные такие проблемы, которые не совсем, ну, они не попадают в рейтинг, да, но по факту они очень усложняют. Що тоді має робити Україна, щоб не було відтоку кадрів? Ну, знаете, что должна делать Украина? Что должен делать бизнес? То есть, ну, нельзя, ну, знаете, как нельзя говорить, что все должно там сделать государство, а там бизнес там должен прийти на все готовое. То есть, как мы боремся с этой проблемой? Мы стараемся быть конкурентоспособными. То есть мы ну, конкурентами на рынке труда. То есть мы поднимаем зарплаты, мы создаем климат внутри компании, чтобы людям было интересно работать, чтобы они могли реализовываться, чтобы, когда у них будет вопрос остаться в Украине, работать там, в нашей компании или ехать за границу, искать кращие доли, то надеюсь, что выберут нас. На вашу думку, от ваша оцінка, якому малому, середньому чи великому бізнесу наразі найлегше розвиватися, працювати у такому звичайному, спокійному форматі? Вы хотите спросить про сферу бизнеса или о размере? Про розмір бізнесу, тобто ну, малий, середній, великий. От який з цих бізнесів зараз має найбільше потенціалу для розвитку? Вы знаете, нельзя сказать так однозначно, поскольку важна команда. То есть независимо от размера, как реализовывается стратегия бизнеса, да, что делает менеджмент для этого, так бизнес и развивается. Размер не влияет значение на, как бы, на рост бизнеса, ну, не принципиально. Чи зустрічалися ви у своїй практиці із проблемою корупції у бізнесі? І які виникають перешкоди у зв'язку з цим? Вы знаете, я представитель малого бизнеса, поэтому хорошо это или плохо, но не сталкивался. И я предполагаю, что мы еще не интересны каким-то там органам для коррупционных моментов. Вам легко було починати свою справу? Мы начинали бизнес в 2011 году, да, когда Украина была в рейтинге там 150 место или там плюс-минус пару пунктов. Однозначно административные моменты были сложнее. То есть однозначно сейчас стало лучше, легче зарегистрировать бизнес, легче получать какие-то разрешительные документы либо у налоговой, либо в других органах. Ну, в нашем случае, если мы говорим о транспортной компании, там Укртрансбезпека, стало легче. Но повторюсь, да, что девальвация, уход нескольких там, ну, международных компаний, да, которые работали до кризиса здесь, это усложняет ситуацию. Ось ці стрибки валюти, вони як впливають? Я думаю, что на любой бизнес они влияют негативно. Даже те компании, которые работают, ну, скажем, на иностранные рынки, да, у которых долларовые контракты, все равно для них тоже это, ну, вызывает дискомфорт. Поэтому, конечно, это плохо для бизнеса. То есть вот вся эта волатильность курса валют, она сказывается негативно. Перевірки малого і середнього бізнесу. Чи зустрічалися ви із цим і ну, загалом от, з інспекцією саме бізнесової сфери? Яка ситуація? Є тиск, немає тиску за вашими відчуттями? По моим ощущениям, на малый бизнес давления нет. Тем более сейчас есть мораторий на проверку малого бизнеса. Но однозначно средний и большой бизнес сталкиваются с проверками, да, то, что говорят сейчас маски-шоу. Но вот что делает бизнес для этого? Да? То есть организовалась организация «Союз украинских предпринимателей», где представители малого, среднего, крупного бизнеса объединились, да, и выступают таким рупором, чтобы доносить свои как бы, пожелания власти. И вот недавно был подписан меморандум с генеральным прокурором о том, что не будет маски-шоу. Да, это не закон, но это уже, скажем, первый шаг к тому, чтобы проверок было меньше и было меньше этих вот маски-шоу. Які служби от займаються цими інспекціями? Налоговая. Податкова, виключно, Да. так? Ну, я думаю, ну, как вы видите, да, там СБУ, Генпрокуратура тоже приезжает на проверки, но это скорее такие исключительные случаи. От у контексті ситуації, так, яка наразі в Україні, маємо військові дії на Сході, чи можна прогнозувати якісь результати? Чи, в принципі, ми живемо одним сьогоднішнім і ми не можемо, знаєте, ну, тобто якісь там плани у сфері бізнесу вибудовувати там на якусь перспективу велику? Ну, однозначно деньги любят тишину, поэтому чем
чем хуже картинка, чем хуже реальная ситуация, тем бизнесу сложнее, да. Чем сильнее обостряется ситуация на Востоке, да, начинаются скачки валюты, это плохо. Поэтому однозначно бизнес планирует не на сегодня-завтра, да, то есть у каждого бизнеса есть стратегия по развитию, поэтому мы точно планируем, но однозначно пока не закончатся военные действия, каких-то видимых позитивних изменений не произойдет. Якщо не буде ось цих от перевірок і маски-шоу, про які ви говорили, то є ймовірність того, що у компаніях там буде певний так незаконний обіг і незаконна діяльність. Вони потрібні, ці перевірки для бізнесу, на вашу думку, чи ні? Ну, смотрите, однозначно государство должно влиять, да, и налоговая должна проверять бизнес. То есть те компании, которые работают в незаконном поле, они должны быть наказаны, оштрафованы. Но тут надо понимать, что маски-шоу — это не столько давление на какую-то конкретную компанию, хотя, конечно, это огромный стресс для компании, но это, опять же, такая вот картинка для инвесторов, картинка для международных компаний, что вот в этой стране сложно вести бизнес, потому что могут прийти силовые структуры, изъять технику, изъять документы на неопределенный срок. И коммуникация будет очень сложная. Поэтому я считаю, что все такие ситуации должны решаться в суде, в правовом поле. Должна быть проверка, но она должна быть, скажем, адекватной. Щодо цього звіту, на який посилається заступник міністра економіки пан Нефьодов, то саме пострадянські країни з 2010 року вони покращили свої позиції. Україна, Росія, Узбекистан, Білорусь, Казахстан. Це свідчить про те, що ми виходимо на якийсь новий рівень. Вы знаете, я думаю, что это просто совокупность факторов, да, которые позволяют расти по рейтингу, но все равно важен, знаете, климат для бизнеса, скорее, чем пункты в рейтинге. Клімат, знову ж таки, як він змінився? Виходячи з вашого досвіду, ви сказали, що ви починали в 2010 чи 2011 році. Як він змінився упродовж цих 6 років? Вы знаете, якісь є тенденції, можливо, які ви можете виокремити? Есть позитивные, есть негативные. Но если говорить о негативных, опять же, это девальвация, это потеря торгового партнера России. Да? Я не буду сейчас комментировать с точки зрения политики, но с точки зрения бизнеса, конечно, это партнер, да, который стал покупать меньше или в каких-то случаях перестал покупать украинские товары, украинские услуги. То есть, грубо говоря, с точки зрения бизнеса, бизнес потерял одного клиента. Из позитивного, да, мы растем в рейтинге, мы становимся интересными для международных инвесторов. Бизнес все равно продолжает развиваться. Как сказал один известный бизнесмен, такой, знаете, бизнес — это как вирус гриппа, он распространяется вне зависимости от каких-то внешних факторов. От ви заговорили якраз про бізнесові стосунки з Російською Федерацією. Да. Так, ми якраз обговорювали нещодавно цю тему про те, що і імпорт, і експорт лише збільшується із Російською Федерацією. Так? Ми не можемо позбутися, тобто у нас немає ніяких аналогів, так, у співпраці з країною-агресором, як гадаєте? Смотрите, если мы работали с ними если мы работали с Россией на протяжении 24 лет, очень сложно быстро переориентироваться. Тем более, да, бизнес планировал, была стратегия продолжать работать, то есть товары были ориентированы, услуги были ориентированы. Теперь очень быстро нужно переформатировать бизнес и построить стратегию на Европу, на Азию, на Африку. Это занимает время, и это инвестиции, и это в краткосрочной перспективе это сложно. Ви сказали про те, що IT-сфера, саме сфера інформаційних технологій, вона є одна із найбільш затребуваних у бізнесі. Чому? Очень просто. Во-первых, мировые тенденции идут к тому, что IT-составляющая в любом бизнесе, она увеличивается. Поэтому спрос на такие услуги увеличивается. Во-вторых, стоимость кадров в Украине, она ниже, чем в Европе, в Америке. Соответственно, и не принципиально, где находятся программисты, где находятся команды, они могут работать по всему миру. Исходя из этого, появляется такая
как бы, ну, стоимость ресурса дешевле, готовность покупать существует, никаких преград нет, каких-то там географических, поэтому, да, IT-сфера развивается. Як виходити на західних партнерів? Які послуги, які товари їм цікаві? Я сейчас скажу со своей стороны, в нашей группе компаний самым первым и таким флагманским бизнесом остается бюро переводов. В бюро переводов мы входим в десятку самых больших агентств переводов в Украине. И на самом деле рецепт очень прост. То есть купили билеты, назначили встречи, полетели, встретились, подписали контракты, ударили по рукам и продолжаем работать. То есть такое, знаете, бюро переводов чем-то похоже на IT-бизнес, то есть это сфера услуг, не принципиально, где находится компания, все происходит по имейлу, по скайпу, поэтому таким незамысловатым способом ми виходимо на зарубіжні ринки. Ось якраз про іноземний ринок. Він так само, от з того часу, як ви почали так займатися власним бізнесом, зросла зацікавленість в Україні? Чи вона, в принципі, в наших кадрах і в наших послугах, і в наших компаніях були зацікавлені взагалі? Завжди? Ну, вы знаете, мне кажется, что интерес был всегда, но с учетом, знаете, скажем так, бизнес всегда ищет возможности. То есть я люблю такой вот там комментарий, что кто хочет, находит 1000 возможностей, кто не хочет, 1000 причин. Украинский бизнес однозначно ищет возможности, поэтому с учетом девальвации гривны, украинские услуги становятся более востребованными исключительно из-за того, что стоимость самих услуг ниже. Но я не вижу в этом никакой проблемы. То есть, да, если наши услуги, они дешевле, чем аналогичные услуги в Европе, в Америке, это возможность, ее нужно использовать. Які ви могли б дати от поради людям, які хочуть відкрити свій бізнес зараз? Открывать бизнес. Ну, Просто брати, ризикувати, відкривати. Вы знаете, я очень люблю такой принцип низковисящего винограда. То есть делать то, что тебе близко, да, то, что делать тебе проще, где ты специалист. Поэтому не нужно ждать каких-то условий, каких-то политических решений. То есть если есть дело, которое вам нравится, его нужно делать. И не обращать внимания ни на рейтинги, ни на ситуацию. Дякую вам дуже, пане Станіславе. Станіслав Горбачевський, генеральний директор групи компаній «Форс», був з нами цієї години у прямому ефірі на телеканалі АТР. Це програма «Саба». Ми зараз йдемо на коротку перерву, потім повернемося до цієї студії. Залишайтеся разом із нами. Дякую, що прокидаєтеся разом з телеканалом АТР. Ваша підтримка важлива для нас.